12 октября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,15 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 9,93 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2190 до 10,2150 сомони, 1 евро от 9,9329 до 10,08 сомони, 1 российский рубль от 0,1590 до 0,1615 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне опасений по поводу мировой рецессии и снижения спроса на этот вид сырья. Цена нефти марки Brent составила $93.77 за баррель, марки WTI $88.67 за баррель. Стоимость золота в среду утром также уменьшается, находясь на уровне в $1675 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таджикистан 11-12 октября принял с официальным визитом главу Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с ним в Душанбе на таджикско-белорусский бизнес-форум и выставку белорусских товаров приехали бизнесмены и представители практически всех секторов экономики Беларуси. На бизнес-форуме в Душанбе прилетели представители 73 предприятий из Беларуси. Почти полсотни из них представили свою продукцию на выставке Made in Belarus в Душанбе. Как сообщает агентство Белта, в Душанбе представлены практически все сектора белорусской экономики, начиная от машиностроения, металлургии, продукта питания, дерево-обработки, заканчивая легкой промышленностью. Общая сумма заключенных контрактов составила около $46 миллионов. Кроме того, еще на $2 миллиона были закреплены договоренности во время онлайн-переговоров. Делегация Министерства торговли США 16 октября посетит Узбекистан. Об этом сообщает издание «Дуньё». О предстоящем событии говорилось на встрече посла Узбекистана Жавлона Вахобова и заместителя министра торговли США Марисы Лаго, которая и возглавит прибывающую делегацию. Заместитель министра торговли подчеркнула, что ее правительство внимательно следит за достижениями Узбекистана в области улучшения бизнес-климата и инвестиционной привлекательности. И Министерство торговли США планирует развивать сотрудничество с Узбекистаном, а также оказывать поддержку в реализации реформ. Ожидается, что во время пребывания американской делегации в Узбекистане она проведет переговоры с министерствами и ведомствами, побывает на территории различных производственных компаний, американских и узбекских, а после проведет брифинг, участники которого станут члены Американской торговой палаты в Узбекистане Ахам Узбекистан. Это будет первый визит торговой делегации из США после завершения пандемии, а Мариса Лаго – первый представитель администрации Джо Байдена, который будет направлен в Узбекистан. Уход России и Китая от расчетов в долларах является позитивным знаком. Об этом заявил РИА Новости советник верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Вилаяти. Китай и Россия, являясь двумя основными членами БРИКС, куда входят помимо них еще Индия, ЮАР и Бразилия, осуществляют многие сделки друг с другом без использования иностранной валюты, то есть доллара. То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, очень хороший прогресс, сказал Вилаяти. Международный валютный фонд во вторник, 11 октября, понизил прогноз роста глобальной экономики в 2023 году до 2,7%. Для сравнения, в июле эксперты организации рассчитывали на рост мирового ВВП на 2,9%. В еврозоне этот показатель составит всего 0,5%, следует из актуального отчета под названием «Перспективы развития мировой экономики». Говоря вкратце, худшее еще впереди, и для людей 2023 год будет восприниматься как рецессия, подчеркивает директор исследовательского департамента МВФ Пьер Оливье Гуринш в предисловии к документу. Пока собираются грозовые тучи, тем, кто принимает политические решения, следует сохранять спокойствие, рекомендует он. При этом в МВФ обращает внимание на ненадежность текущего прогноза, ведь будущее мировой экономики сильно зависит от денежной политики центробанков, хода войны в Украине и дальнейшие последствия пандемии COVID-19, например, для Китая.